Хоккейный сезон начинается в июле. Согласитесь, что нам пора охладиться в ледовых дворцах нашей столицы республики. Здравствуйте. О предстоящем дне болельщика будем говорить со специалистом, с представителем хоккейного клуба, с Артуром Бекмухаметовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Артур, давайте начнем с самого начала. 28 июля Уфа-арена станет центром притяжения для всех болельщиков не только Уфы, наверное, республики. Вы ждете всех болельщиков? Ну да, на самом деле день болельщика он сделан не только для болельщиков города Уфы. У нас во всех городах есть болельщики, они хотят праздника, мы готовы им этот праздник устроить, мы готовы показать нашу команду в новом составе. Поэтому всех ждем, приходите 28 числа в 18:00, площадь перед Уфой-ареной, со стороны улицы Царюпа. Во сколько начало непосредственно мероприятий? В 18:00 мы начинаем праздник, официальная часть начинается в 19:30. Вот знаете, очень много мы слышим от болельщиков мнений, что проводят мероприятия в четверг. В общем-то, это только конец будничных будней. В 18:00 тоже рабочий день вроде бы не заканчивается. Почему выбрано именно это время, которое, в принципе, наверное, не всем удобно? Ну, соглашусь с вами, но тут двоякий подход. То есть, во-первых, летом на выходных у нас очень многие люди уезжают на дачи, на курорты, отдыхать к бабушкам. Это раз. И во-вторых, мы подстраивались, в том числе под нашу команду, которая сейчас проходит предсезонные турниры, предсезонные сборы, и не всегда у нас есть возможность их там получить в то время, когда мы хотим. Поэтому Игорь Владимирович Захаркин нам согласовал именно этот день. Специально для этого они приехали вчера из Юрмалы, где проходили предсезонные сборы, и сразу после Дня болельщика они уезжают дальше. Почему День болельщика становится традицией проводить уже в конце июля? Вроде бы это вот мы с вами опять же согласимся, что это жаркая пора отпусков в принципе, да, в городе очень мало народу, мы сами это видим. Почему все-таки такое своеобразное начало сезона? Ну, давайте вспомним о том, что у нас начало сезона начинается с последние пару сезонов летом. То есть у нас первый матч проходит 23 августа. Это будет Северсталь здесь, в Уфа-арене. То есть, в принципе, хоккей уже начинается летом. Но я вас перебью, это же через месяц после Дня болельщика. Подождите, я еще не закончил. У нас 16, 17, 18, 19 числа будет проходить Кубок Республики, куда приедут команды, и тоже это уже начало хоккея. Непосредственно после Дня болельщика, 29 числа, у нас начинается Кубок Салавата Юлаева, где примут участие башкирские молодежные команды, Талпар, Батыр, Горняк. И, соответственно, приедут с Нижнекамска Реактор, Авто с города Екатеринбург и Омские Ястребы. То есть, в принципе, хоккей начинается уже с пятницы, после 28 числа. Поэтому День болельщика мы проводим в преддверии этих всех мероприятий, как ознаменование начала сезона. Я приглашу, наверное, и вы пригласите всех болельщиков на Кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев» с участием Талпара, который состоится в пятницу, в субботу, в воскресенье матчи, а также 2 и 3 августа. Ну а для тех, кто не сможет прийти во Дворец спорта, будут организованы прямые трансляции нашим телеканалом вечерних матчей с участием уфимского Талпара. Ну и мы все-таки вернемся ко Дню болельщика, потому что понятно, что информация уже транслируется, но что конкретно будет на этом мероприятии? Ну, мы ожидаем то, что к нам придут не только те люди, которые постоянно ходят на хоккей. Мы хотим привлечь и тех болельщиков, которые по тем или иным причинам не могут там посещать хоккей из-за работы, либо из-за расстояния. Поэтому мы ждем всех с детьми. Это будет отличный праздник, веселый. Там будут конкурсы, соревнования, спорт, музыка. Поэтому я думаю, каждому человеку будет интересно прийти, и наша задача показать тот хоккей, который соприкоснуть людей с хоккеем. То есть не только тех болельщиков, которые постоянно ходят на хоккей, еще раз повторюсь. Ну вот смотрите, я мама у 7-летнего ребенка. Будет ли ему интересно на это мероприятие? Вот как я его смогу развлечь? Вот конкретно мне прям скажите. Да, конечно. Тут очень много будет мероприятий, посвященных именно детям. То есть дети могут потренироваться в бросках на искусственном льду, потрогать искусственный лед, потрогать настоящий лед. Это будет небольшим сюрпризом. Вот. Будут организованы мастер-классы от различных творческих мастеров. Будет небольшой концерт как на улице, так и внутри. Вот. Ну и, соответственно, так или иначе, любой человек может пообщаться с хоккеистами, как новичками нашей команды, так и звездами.
Говорили еще о том, что на дне болельщика хоккеисты выйдут в народ, скажем так, да, Светберг чуть ли не встанет в ворота. Ну, и это будет нашим небольшим сюрпризом, я об этом и говорю. То есть хоккеистов можно будет увидеть не только со сцены, но и, грубо говоря, поймать за руку непосредственно в тех активностях, которые у нас будут. То есть можно будет поиграть с ними в шашки клюшками, если это будет интересно, и, соответственно, там... Я не буду раскрывать всех секретов, чтобы было людям интересно прийти. Ну, может быть, вы тогда раскроете мне другой секрет, потому что на самом деле хоккеистов раскачать на какие-то такие мероприятия, я думаю, что все журналисты со мной согласятся, не только республики, но и России, очень сложно. Как же вам это удается сделать? Ну, тут надо понимать, что хоккеисты тоже понимают, что они играют ради болельщиков, и вот этот день болельщиков, в принципе, который у нас проходит уже второй раз, посвящен именно этому, и понимают это все. И команда, и тренеры, и руководство клуба. И, соответственно, один день в году, да не только один, закрытие сезона мы тоже постарались сделать нечто подобное, рассчитано именно на то, чтобы доставить максимально удовольствие нашим болельщикам и постараться, чтобы они могли соприкоснуться с командой, с игроками, пообщаться, взять автографы. Будут ли присутствовать на празднике еще и, например, игроки женской Агидели, Талпара, может быть, Батыра? Будут игроки Талпара, будет команда женская Агидель в полном составе. Вот, соответственно, также к нам приедут наши друзья из баскетбольного клуба «Уфимец». Они будут показывать мастер-классы и проведут матч с участием хоккеистов клуба «Талпар» и болельщиков. То есть хоккеисты заиграют в баскетбол? Хоккеисты с баскетболистами и с болельщиками. Заиграют в баскетбол? Да. А почему не футбол? Ну, знаете, наверное, нам не хватает немножко травы перед Уфа-ареной. Расскажите, удастся ли болельщикам пообщаться с хоккеистами так же, как в прошлом году? То есть самое главное действие, я правильно понимаю, будет организовано на сцене, на льду Уфа-арены, где соберется вся команда. Мы увидим всех новичков воочию. Да, в 19:30 начнется официальная часть, и после официальной части, точнее в рамках официальной части будет организован прямой микрофон, как и в прошлом году. В прошлом году, я думаю, всем болельщикам это очень понравилось, команде это очень понравилось, пообщаться непосредственно с болельщиками напрямую, отвечать на прямые вопросы. Причем нам понравилось то, что вопросы были заданы не только игрокам, но и функционерам клуба, генеральному менеджеру, главному тренеру. Вот. И, соответственно, в этом году мы ждем такого же большого интереса к этому мероприятию и будем стараться провести это на уровне. Если в прошлом году болельщики немного скромничали и не подходили к микрофону, да, то в этом году, я думаю, будет очень большой наплыв. Кто будет модератором этого мероприятия, будут ли отсеиваться вопросы, или вы разрешите, так как это мероприятие не в прямом эфире, разрешите задавать любые вопросы? Ну, традиционным модератором, наверное, у нас будет наш руководитель пресс-службы, это Андрей Юртаев, а там уже все на его совести. Вы всю ответственность переложили сейчас на вашего коллегу, да? Ну да. Насколько было сложно по организации мероприятий и вообще каким образом, все-таки Уфа-арена не резиновая, будем это понимать, каким образом удастся пройти на мероприятие? Да, мы учли опыт последних двух бесплатных мероприятий, которые проходили на Уфа-арене. Это прошлый день болельщика и закрытие сезона. И для удобства болельщиков мы организовали в этом году, на этот раз, проход по билетам. Билеты будут бесплатные, билеты можно скачать на сайте в разделе «Билеты», выбрать место. Мы хотим, чтобы каждый человек, который приходил на мероприятие, знал, что у него есть место, конкретный сектор, конкретный ряд, конкретное кресло, чтобы исключить различные конфликты, неудобства и так далее. То есть, если вы хотите прийти на День болельщика, заходите на сайт salawatullaev.ru, в раздел «Билеты» и выбирайте удобное место, скачивайте, распечатывайте. С распечатанным билетом спокойно можете пройти. Не боитесь все-таки ажиотажа? Или думаете, что вот получится ограничить? Я вас не хочу испугать. Мы готовы ко всему. Ну, как-то вот так. Вы специалист по работе с болельщиками, и во многих городах России сейчас говорят о том, что в нашей стране, конечно, болеют на спортивных мероприятиях, но не так может быть, как в других странах. То есть у нас нет как таковой культуры боления. Вот хоккейный клуб, я знаю, что в этом вопросе работает очень целенаправленно, именно поэтому проводится День болельщика. Как планируете растрясти, скажем так, нашу публику, наших болельщиков, для того, чтобы в проигрышные матчи, как минимум, да, не уходили
за 5 минут до финальной сирены? Ну, я скажу, в прошлом году мы, по крайней мере, с нашей точки зрения, считаем, что достигли определенных результатов в этом направлении. Мы хотим, чтобы посещение хоккейного матча это было не просто посещением спортивного мероприятия, а настоящим праздником для человека. Чтобы человек приходил отдыхать, наслаждаться. Да, команда проигрывает, это спорт, без этого было бы неинтересно. Команды, которые выигрывают, они не приносят, мне кажется, столько удовольствия, чем такие команды, как Салават Юлаев, которая играет так, как она играет. Вот. И поэтому в этом направлении мы работаем. И я с вами не соглашусь, у нас очень хорошие болельщики. Я даже так скажу, многие болельщики, которые приезжают из других регионов, они уходят очень так, под впечатлением с Уфа-арены. Даже если их команда выигрывает, то они говорят, что вы молодцы и просто действительно под впечатлением находятся именно от атмосферы на Уфа-арене. Но очень многие болельщики, не скажу, что возмущены, но были бы, наверное, не против видеть на Уфа-арене продажу именно спиртных напитков. Мы все знаем, какого алкоголя, да? Будет ли решаться этот вопрос или это вот целенаправленно, нет, радикально и все? Ну, на данный вопрос я пока не могу даже дать ответа, поскольку, так скажем, идут обсуждения этого вопроса. Ну, я знаю, что в этом году появится новшество и в плане билетной политики, то есть мы, конечно, громко называем это действие, но именно каким образом получится, может быть, есть какие-то новшества, как получится приобрести билеты? Ну, смотрите, то есть в этом году впервые за все существование Уфа-арены мы начинаем поэтапно проводить обновление инфраструктуры. То есть Уфа-арена у нас была возведена в 2007 году, это уже довольно-таки давно, это 9 лет назад. И многие элементы инфраструктуры сейчас, как минимум, уже несовременные. Да, и в этом году сейчас мы уже провели обновление билетно-пропускной системы. Проще говоря, наш болельщик может купить билет, не выходя из дома, распечатать его, прийти и спокойно, свободно пройти без очередей. Мы хотим исключить полностью очереди на кассах и очереди на турникетах, используя самые современные технологии. В дальнейшем также мы будем продолжать поэтапное обновление. Это вводим карту болельщика в этом году. Соответственно, человек будет получать какие-то бонусы, скидки, видеть, уведомляться, будет получать новости от хоккейного клуба. Мы стараемся использовать все те современные технологии, которые есть вообще в мировом маркетинге, и мы изучаем. Естественно, не все сразу, может быть, все сразу не получается, но мы сделаем максимально так, чтобы посещение хоккейного матча на Уфа-арене было комфортное, высшего уровня сервиса, приятное. Вот наша цель. Ну а пока мы приглашаем всех на День болельщика, еще раз, который состоится 28 июля около Уфа-арены и на самом Ледовом дворце. Да. Спасибо большое, Артур, что сегодня пришли к нам и рассказали об этом празднике. Мы говорили о Дне болельщика, о том хоккейном празднике, который состоится в этот четверг. Приходите, не пожалеете.